Здравствуйте, дорогие ребята! Русская литература в казахской школе. Класс 11. Урок 31. Тема сегодняшнего урока – Олжас Сүлейменов. Жизнь и творчество. Цель. Знакомство учащихся с творческой судьбой Олжаса Сүлейменова. Развитие устной и письменной речи. Формировать мышление, память, аналитические навыки, умение работать с текстом, выделять главное, проводить анализ текста. Файл номер 1. Войдет в здание Союза писатель, непричесанный, угрюмый, молодой. В деснице, как копье, ручка с пером. За пазухой теплая тетрадь со средствами самовыражения. И встречает его швейцар Хаттабыч. Бей! И задает ему вопрос не по технике, а по существу. Если думаешь, что твоя деревня – мир, а твои кузнечики – орлы, остановлю тебя. Да пошел ты, скажет непричесанный. Помоги лучше перо где-нибудь прислонить. Ответь и прислони, но непричесанный уже на 2-м этаже. Это отрывок из воспоминаний. На основе него выполняем первое задание. Устно. Какие качества вы бы выделили у этого молодого человека, так стремительно ворвавшегося в литературу? Да, этим молодым человеком был Олжас Сүлейменов. Сегодня на уроке мы познакомимся с жизнью и творчеством нашего современника Олжаса Сүлейменова. Задание 2. Письменно. Познакомьтесь с текстом файла номер 1. Составьте по нему 2 вопроса. Один тонкий и один толстый. Запишите ваши вопросы в тетрадь. Мы предлагаем вам просмотреть видеоматериал Олжас Сүлейменов и выполнить задание 3. Письменно. Вспомните материал учебника, страницу 462. 469. Опираясь на увиденный фильм, составьте хронологию жизни и творчества Сүлейменова и запишите в тетрадь. Файл номер 2. Олжас Сүлейменов является также общественным деятелем. В феврале 1989 года на Семипалатинском испытательном полигоне прогремел очередной ядерный взрыв. Еще в 1973 году Сүлейменов написал острейшее для застойных советских времен стихотворение о Казахстане «Дикое поле», которое заканчивалось словами: «И да здравствует запрещение испытаний». Речь шла, конечно, об испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне. В разгар холодной войны это был поступок. Только за период 1949 по 1963 годы мощность взрыва всех испытаний под Семипалатинским атомных водородных бомб в 2500 раз превзошла мощность американской атомной бомбы, сброшенной
на Хиросиму, региону был нанесен ужасающий экологический урон. И кто, как ненародный поэт, должен был восстать против этого и повести за собой народ? Выступая вечером 25 февраля по республиканскому телевидению, впервые в живом эфире Олжас Омарович Сулейменов неожиданно для всех рассказал о том, что узнал. Радиоактивное облако, вырвавшись из-под земли после ядерного взрыва, накрыло город Курчатов. Другие населенные пункты и подземные испытания, оказывается, не безвредные. Он призвал всех, кому дорога жизнь Казахстана, кто готов выступить против ядерных испытаний, прийти на митинг. 29 февраля к зданию Союза писателей пришли тысячи людей. Так на многострадальной земле Казахстана родилось поистине всенародное антиядерное движение Невада-Семипалатинск. Зарегистрированное под номером 001, оно дало начало новейшей истории отечественных общественных движений. Движение Невада-Семипалатинск выразило массовый протест против ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. В течение недели под воззванием движений подписалось 2 миллиона человек. Голос лидера движения Олжаса Сулейменова был услышан во всем мире. В октябре 1989 года полигон замолчал. Указом президента Казахстана Назарбаева 29 августа 1991 года был окончательно закрыт полигон и последовал международный мораторий на испытания ядерного оружия. Остановились ядерные испытания на полигонах Новая Земля, Россия, Невада, США, на атолле Муруро, Франция, на озере Лобнар, Китай. Был подписан большинством стран договор о нераспространении ядерного оружия. В память о создании народного антиядерного движения Невада-Семипалатинск у входа в здание Союза писателей Казахстана был установлен гранитный куб с памятной надписью. После такого успеха движение переросло в политическую партию Народный конгресс Казахстана 1991-1995 годы. Все эти годы Сулейменов был его лидером. В 1995 году Сулейменов принял предложение президента Назарбаева уйти из политики и перейти на дипломатическую работу. Он стал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Италии, Рим, и по совместительству в Греции и на Мальте. И уже в мае 1997 года президент Италии Оскар Луиджи Скальфаро прибыл в Казахстан с первым официальным визитом для подписания договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Аналогичный документ на азиатском континенте Италия имела только с Японией. С 2002 года и по настоящее время Сулейменов – постоянный представитель Казахстана в ЮНЕСКО. Париж. Домашнее задание. Используя материалы учебника, страница 468, и средства массовой информации, материал файла номер 2, представленного учителем, передайте полученную информацию по теме Невада-Семипалатинск и Олжас Сулейменов в письменном виде графически. Сфотографируйте и отправьте учителю. До свидания, ребята.